С самого утра на центральной площади перед мэрией города начали собираться участники чемпионата. Регистрацию проходил каждый желающий. Грандиозное событие сезона в мире автозвука и тюнинга. Официальный этап по неограниченному звуковому давлению DB Drag Racing. Сначала спортсмены проходили квалификацию, по итогам которой определялось, в каком классе выступит автолюбитель. Всего в 16 классах было заявлено около 60 участников. В каждом виде свои правила, нарушив которые участник может быть дисквалифицирован. Шоу организует компания Alphard Sound Technology и агентство «Продвижение» при поддержке и участии Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Занимаемся мы этим давно, около 5 лет именно развитием вот этого автозвукового движения, соревнований по всей России. Мероприятий мы проводили очень много в разных городах, и большие, и маленькие мероприятия были. Но вот мероприятия такого уровня проводим, конечно, не часто, потому что бюджет не позволяет. Огромное спасибо хотелось бы сказать руководству всей Чеченской Республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за то, что они предоставили нам вот эту площадь, помогли в организации. С мотоклубом «Ночные волки» компания Alphard Sound Technology сотрудничает не в первый раз. В прошлом году, после утверждения Дня автозвука России, они вместе организовали такое же шоу в Крыму. Но в этот раз в целях пропаганды такого неофициального вида спорта среди любителей авто по всей стране он состоялся в Грозном. Все знают, это сейчас наш город, вообще наш народ возрождается после войны. Это столица России, это давно уже практикуется вот такие мероприятия, и, конечно, из-за этих мероприятий многие люди друг с другом знакомятся, складываются отношения. Я думаю, это очень здорово. Чемпионат России по автозвуку является одним из 50 этапов, по итогам которых 17 сентября лучшие попадают на мировое первенство. Помимо Грозного, такое же автошоу сегодня проходило еще и в двух городах – в Бийске и в Белгороде. Ну а в нашей республике собрались лучшие в своем роде автолюбители ближайших республик. Машина уже больше года. Так собирали ее этим летом, буквально за пару месяцев. Ну и как повседневная тачка, каждый день на ней ездим. 16 сабвуферов DF-Bones от Альфарда. Питание 1000 ампер. Каждое авто оборудовано по вкусу хозяина. На всех машинах можно увидеть дополнительное питание, сабвуферы, усилители звука. Зрители с любопытством рассматривают каждую деталь, ну а гости делятся своими впечатлениями. Мы решили приехать в этот город, потому что никогда тут не были. Очень красивый город. Вот, решили попробовать свои силы просто. Прекрасный день, прекрасная погода. В общем, все круто. Мне очень понравилось. Высокий класс. Очень хорошие машины, байки. Впечатления хорошие остались. Очень красиво все сделано. Очень нравится обстановка вокруг, стенд. Сама организация на высшем уровне. По соседству с проходящим чемпионатом страны по автомобильному звуковому давлению проходил и другой, такой же турнир, но только по автотюнингу. Были выставлены как ретро-машины, которые переделаны на современный лад, так и новейшие авто. Для того, чтобы разнообразить программу, «Ночные волки» совместно с мотоциклетным клубом из Дагестана Black Eagles устроили для присутствующих настоящее байк-шоу. По итогам сегодняшнего чемпионата были выбраны победители, которые были награждены кубками, а также ценными призами. Магомед Ламаркаев, Мансур Сааев и Зелим Закаев. Новости.